Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие львы. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 17 по 23 октября. Мы посмотрим, какими же могут быть события в этот промежуток времени для вас. Прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так и по знаку асцендента, либо по лунному знаку. У всех по-разному отыгрываются данные прогнозы, поэтому смотрите, пожалуйста. И также напоминаю о том, что это все-таки общий прогноз, и не воспринимайте все буквально. Если я что-то не замечаю, каких-то совпадений в пассиансе, вы, конечно же, мне пишите в комментариях, я вам отвечу, что может обозначать данное совпадение. Возможно, для вас это будет важным. Итак, не забываем, конечно же, ставить лайки для обмена энергиями и подписывайтесь на мой канал. Итак, львы, 17 по 23 октября. Какими же будут события у вас? Лев, 17 по 23 октября. Так, ну что, дорогие мои, давайте смотреть. Автомобиль. Смотрите, может быть какая-то дорога, поездка. Либо вы куда-то уезжаете, либо, может быть, к вам кто-то приезжает. Какая-то поездка может быть. Так. Друг. Что-то связано с другом. Может быть, у вас встреча с другом. Может, вы поедете на встречу с другом. Какой-то объявится у вас друг или подруга. Так, давайте-ка отметим. Угу. Дальше смотрим. Так, ну смотрите, здесь у нас что-то очень... И либо поездка будет достаточно хорошая. Есть у вас здесь выпал успех и победа в чем-то. Может быть, достаточно успешная будет поездка, либо встреча с другом. Может, человека, с которым вы давно не виделись. Ну, вот такая и будет ситуация. Есть еще у нас исполнение желания. Может быть, вы давно хотели встретиться с каким-то другом. И вот, наконец-то, уже встретитесь. Тоже как вариант. Исполнение желания у нас есть. Ну, замечательно, львы. Замечательно. Давайте дальше смотреть. Так. Есть, смотрите, у нас почти в каждом раскладе месяц выпадает. Может быть, какое-то важное событие в этом месяце произойдет именно на этой неделе. Может быть, такая ситуация, допустим, какое-то важное событие, за которое вы очень переживаете, произойдет через месяц, начиная со дня вот просмотра. То есть вы с сегодняшнего дня, вот, допустим, смотрите и отсчитываете месяц, через месяц может произойти какое-то событие. А может быть, в этот день или на этой неделе, вот с 17 по 23 число, вы можете платить за какие-то то, что вы делаете каждый месяц в одно и то же время, допустим. Платеж коммуналки или какие-то другие платежи, или кого-то проведываете, или куда-то, ну вот что-то делаете раз в месяц стабильно. Так, либо переживаете за что-то, но все, либо вот на этой неделе будете за что-то очень сильно переживать, какие-то будут обуревать страхи, но все закончится достаточно хорошо и замечательно. Так, встреча. Может быть, интимная связь, кстати, у нас тут. Либо какой-то отдых. Вот захотели отдохнуть, поваляться, да, прогулять что-то. Тоже как вариант. Но здесь у нас есть встреча с мужчиной, вполне возможно. Ну, какой-то друг, я не знаю. И здесь у нас интимная постель выпала. Так, интимная постель.
Интимная связь. Дальше смотрим. Так, ну смотрите, здесь что-то тайное, потому что здесь что-то тайное. Встреча будет какая-то тайна. И может быть какой-то обман. То есть, ну, встреча, как вариант, встреча любовников, может быть, да. То есть вот этот такой друг, ну, дружбы между мужчиной и женщиной как таковой очень редко бывает, да. То есть это все равно переходит в какие-то интимные отношения. Но смотрите, есть здесь какая-то такая вот ситуация, еще может быть косвенно касаться еще какого-то обмана. А может быть любовных треугольников тоже как вариант. Так. Ну и, давайте-ка еще посмотрю, что это интимная связь и что за обман. Что за обман тут? Угу. Ну, обман, да, тут может быть обман в семье. Смотрите, тут может быть несколько партнеров. Тут может говориться о каких-то нескольких партнеров. Или поехали к какому-то партнеру, а человек может быть женат, кстати. Может быть, вы познакомились с человеком, с каким-то, может быть, у кого-то знакомство. Но человек может оказаться женатым или замужней женщиной. Так, дальше смотрим. Так. И здесь. Так, давайте будем смотреть еще совпадение. Что у нас тут еще есть интересненького? Так. Так, смотрите, у нас тут еще сопутственно могут быть колебания. Вы еще, может, будете сомневаться, ехать вам на какую-то встречу или не ехать. Вот по поводу поездки вы еще будете сомневаться, но, скорее всего, что поедете. Раз у нас тут уже выпадает какая-то интимная связь, ну, так, скорее всего, да. Так. Опять-таки, не у всех это одинаково проиграется. То есть не обязательно все львы смотрят, допустим, и здесь вот так вот. Вот. Нет. То есть не забывайте об этом. Так. Так. Угу. Здесь тоже. Так. Ну, я пока больше ничего не замечаю. Давайте-ка подытожим. Пока что я ничего больше не замечаю. Ну, давайте-ка, смотрите. У нас на начало недели, может быть, со вторника, вот так вот начинается какая-то поездка, встреча с другом вполне возможно, или с подругой. Есть ситуация исполнения желания. Возможно, того, что вы уже, ну, допустим, какого-то желания. Может, вы давно не видели или хотели давно встретиться. Вот это желание исполнилось. Есть какой-то успех у вас еще. Ситуация успеха, и могут быть переживаниями. Могут быть переживания по поводу взрослых родственников, по поводу мамы, бабушки. Могут быть переживания или страхи по поводу чего-то именно в этом месяце, особенно на этой неделе, или по какому-то поводу. Могут быть, допустим, действия на этой неделе, которые вы делаете каждый месяц в одно и то же время. Те же коммуналки, оплаты, или кого-то проведываете, или посещаете, может быть, врача, или, допустим, на массаж ходите там каждый месяц, ну, я не знаю, ну, каждый, или ходите там в спортзал или еще куда-то, ну, допустим, посещение чего-то. Либо, может быть, ситуация исполнится через месяц, начиная с того момента, когда вы просмотрели видео. Так, то, из-за чего вы переживали. Есть также еще ситуация какой-то интимной связи, близости. Но есть, присутствует в этих отношениях какая-то ложь. Либо, может быть, кто-то женат или замужем, либо оба партнера женаты или замужем, либо есть, ну вот, там любой такой может быть треугольник, ну вот такая вот ситуация. А может быть даже и четырехугольник. Может быть, оба партнера заняты. То есть женщина, которая замужем, мужчина, который женат. Тоже как вариант.
так, не свободен, скажем так. Так, ну вот такая вот ситуация для львов. Всем спасибо за просмотр, лайки, комментарии. Всем пока-пока, до новых видео.